Всем здравствуйте! Данное видео снимаю по запросу Анастасии Останиной. Информация в этом видео пойдет про падежи. Для начала давайте начнем издалека. Обратимся к именам существительным. Для того, чтобы понять, какое место занимает имя существительное во всей грамматике татарского языка, нарисуем такую схему. Примерно все правила в татарском языке, половина из них занимает глагол. Если мы знаем глагол, то можно сказать, что знаем пол-языка. Четверть всех правил приходится на имя существительное. И остальная четверть делится между числительными, местоимениями, определением, не определением, а прилагательным, наречие и междометие. Не могу сказать, в каком проценте, примерно вот так. И сейчас мы будем изучать с вами имя существительное. Берем только ту часть, которая касается падежей. Если рассмотреть имя существительное в таком виде, то что необходимо знать про него, это то, что имя существительное, во-первых, обозначает предмет. Нужно знать также о том, что имя существительное склоняется по числам. То есть имя существительное может быть во множественном числе и в единственном числе. Единственное число — это понятно, а когда во множественном числе, мы должны прибавить окончание либо лор, либо лер, либо нор, либо нер. Эта информация простая, и достаточно большое количество школьников даже овладевает этой информацией довольно-таки легко. Что надо запомнить, только то, что нар и нер добавляется после м, н и н в конце слова, а во всех остальных случаях лор, лер идет. Третье правило, что нужно знать про имя существительное, то, что имя существительное склоняется по принадлежности. В татарском языке принадлежность будет тортым. Это грамматическая категория, которая отсутствует в русском языке, поэтому для русскоязычных людей это очень трудно дается. И вот про это я буду снимать отдельное видео, в данном видео пока этого не будем касаться. Дальше тема у нас идет следующая, это у нас склонение по падежам. Падеж по-татарски будет килеш, всего в татарском языке 6 падежей. Следующая тема будет касаться, какое место в предложении занимает имя существительное. Имя существительное в основном занимает место подлежащего. Подлежащее. С курса русского языка, я надеюсь, вы помните, что подлежащее обычно у нас подчеркивается вот такой чертой. Подлежащее переводится на татарский язык как ие. И в основном именно существительные бывают дополнениями. Дополнение пунктирной линии чертится. По-татарски это будет темамлак. Сейчас определимся, в каком направлении будем двигаться именно в этом видео. Про то, что имя существительное обозначает предмет, я надеюсь, что все уже поняли. То, что имя существительное имеет окончание лор-лер, нор-нер во множественном числе, это тоже легкая информация, это можно запомнить очень легко. Про принадлежность, про тартам нужно снимать отдельное видео, поэтому минус пока ставим. Про синтаксическую функцию, про то, какое место в предложении может занять имя существительное, будем говорить тоже в отдельном видео, тоже ставим минус. И про падежи вот у нас остается, будем говорить сегодня. Обратимся к таблице. Легко запомнить падежи по заглавным буквам. Я их выделила черным цветом. Б, И, Ю, Т, Ч, У. Первый падеж — это бош-килеш. Именительный падеж похож на падеж в русском языке. Вопросы кем нерсе переводится как кто, что. То есть кто, есть что. И после существительных в данном падеже окончание не ставится. Второй падеж елик килеше, притяжательный падеж. По-татарски будет кемнен нерсенен. Это переводится как чей, кого, чего. Но
Вот, заметьте, пожалуйста, что в отличие от русского языка, когда в родительном падеже в русском языке здесь у нас вспомогательное слово «нет кого», «нет чего», в татарском языке здесь вопрос у нас, например, «волосы кого» или «сторона чего», в таком ключе, то есть принадлежит кому, принадлежит чему. И окончание «нын». Третий падеж «юнялиш» — направление. Направительный падеж похож на дательный падеж, но еще прибавляется вопрос «коя» — «куда». И «кимге нәрсеге» — это «кому», «чему». И окончание «га», «ге», «ко», «ке». «Га» и «ге» добавляются после звонких согласных и после гласных, а «ко» и «ке» добавляются после глухих согласных. А через косую черту, через слэш мы пишем твердый вариант окончания и мягкий вариант окончания. Если слово твердое, то «га», то есть если слово мягкое, то «ге». Если не знаете, что такое твердое слово, что такое мягкое слово, у меня есть видео, даже несколько видео, посмотрите, поищите в списке. Дальше. Четвертый падеж «тышем килише», винительный падеж и вопросы «кемне нерсене». Вспомогательное слово «вижу». Кого, вижу что. Или люблю кого, люблю что. Окончание «не». По твердости, по мягкости различается. Шелашкилише — это пятый падеж, исходный падеж, то есть я исходить, выходить откуда. Койдан — это откуда, кемнен — от кого, нерседен — от чего. И вспомогательные слова «вернулся откуда», а «получил от кого», «получил от чего». И у нас наибольшая вариация окончаний здесь. 6 разных вариантов. Донден, тонтен, ноннен. Донден ставится после звонких согласных и после гласных. Тонтен после глухих согласных, а ноннен после мэ, не и мэ. Можем даже для наглядности это записать, чтобы не забыть. М, Н, М, М. И дальше шестой падеж уран вакат килише. Это у нас уран переводится место, вакат это время, и получается местно-временной падеж. Койда вопрос. Это значит где. Кайшан это когда. Кемде нерседе это у кого, у чего. Но в отличие вот от второго падежа, здесь кого чего, принадлежность, да, здесь у нас имеется в виду в такие случаи, когда, например, мы говорим тетради у кого? У меня. А если у меня есть тетради, то тогда уже второй падеж, так как после у меня предложение продолжается. А если предложение заканчивается словом просто у меня, то тогда вы используете вот этот вариант. Минде. Вспомогательное слово «встретимся». Где? Встретимся когда? Далее окончание, которое прибавляется, это доаде, тоте. Доаде после звонких согласных и после гласных, тоте после глухих согласных. И что нужно знать? Нужно уметь переводить вот эти вот окончания, которые здесь у нас представлены, на русский язык. Надеюсь, что вы знаете, что в татарском языке нет предлогов, есть только окончания и только послелоги. То получается все окончания, которые имеются здесь, но не все, имею в виду, что некоторые из них переводятся на русский язык как предлоги. Поэтому тут написано татарские окончания равны русским предлогам. Га, ге, ко, ке переводится как в, на или к. Например, если я задам вопрос, я иду куда? Я иду в школу, например. Мин мектеп ке. Вот у нас используется вот этот вариант. Мектеп ке. Это переводится в школу. Вот это значит ке переводится как в. И в обратную сторону тоже действует это правило. Если, например, вы хотите что-то сказать, я иду на концерт. И получится, переведем это как концерт ка. Понятно, да, что если хотим перевести с русского языка вот эти предлоги, мы используем вот эти окончания. Но вы, наверное, заметили, что в, на используется еще и в шестом падеже. Как в этом случае быть? То мы смотрим, на какой вопрос у нас. Если мы говорим «я иду на концерт», вопрос у нас будет «я иду куда?».
вот этот вопрос, значит у нас третий падеж, поэтому хоге коке подходит. А если я хочу сказать, я нахожусь на концерте, то тогда мы смотрим вопрос какой. Я нахожусь где? Я на концерте. На концерте. Поэтому окончание мы используем из шестого падежа. Концерт-та получится. Вот этот вариант ставим. И еще пятый падеж у нас переводится, окончание пятого падежа как от, из и с. То есть, если, например, я скажу, я выхожу из магазина, я скажу по-татарски «мен кибеттен шагам». Кибеттен, вот этот вариант. Далее «н» и «не». И «н» также не переводится как предлог. Они просто переводятся точно так же, как в татарском языке меняются окончания слов. И что важно знать при изучении падежей? Самое главное, нужно знать вопросы по-русски. По-татарски вопросы знать не обязательно. Кстати, про татарские вопросы хочу сказать, что если даже, допустим, у вас вот этих окончаний нет, или вы их просто забыли, если вам даны татарские вопросы, мы смотрим, на что заканчивается. Вот если после «кем» посмотреть, после него нет никаких окончаний. Здесь смотрим тоже слово «кем», но окончание «нем». Но значит, что во втором падеже будет окончание «нен». Это вам подсказка. А и вот твердый вариант это «нн». Вот и находим все два варианта. Сейчас оставим только то, что нам очень нужно. Давайте мы с вами уберем этот вариант и вопросы. Они нам пока не нужны. Значит, у нас остается название падежей. Вопросы по-русски, нам это очень нужно для того, чтобы тексты переводить. И окончание. Именительный падеж, он сочетается со всеми частями речи. Второй падеж, еле-келеши, сочетается с другими именами существительными. Почему мы это разбираем? Для того, чтобы поставить вопрос на слово, нужно его рассматривать внутри словосочетания. И поэтому нам важно знать, с какими словами соединяется данное слово. Вот, например, имя существительного еле-келеши соединяется только с именами существительными. В предложении не надо искать глагол. Так, у нас и тут вот такие примеры. Даны предложения на русском языке на тему «работа», и в красным цветом обозначено слово «работа», эти слова склонены по падежам. И как их переводить на татарский язык? А здесь у нас то же самое слово «работа», только по-татарски «эш» и троеточие. Нам необходимо вставить правильное окончание, вот взятое из этого столбика. Давайте, для этого нам нужно определить, с каким словом сочетается данное слово «эш». От второго слова поставить на это слово «эш» вопрос. С помощью вопроса, вот обратимся вот к этим вопросам, мы должны определить правильный падеж и выбрать нужное окончание. Итак, начнем. Например, вот в этом предложении «работа». С каким словом оно сочетается? От какого слова нужно поставить вопрос? Я думаю, вы мне уже подсказываете, что у нас работа сочетается со словом «нелегкая». Нелегкая что у нас? Работа. У нас вопрос получился «что?». Нелегкая что? И смотрим, кто что есть вот тут и кого что. У нас нелегкое что, у нас есть что, нелегкое что. Вот этот вариант, первый падеж, и получается у нас окончание нулевое. Мы оставляем нулевое окончание. Дальше. Не видно конца этой работы. С каким словом соединяется это слово «работы»? Так. И не видно работы. Нет. Не видно конца, потому что не видно не работу уже, а не видно конца. Конца работы, этой работы. Мы определили, что вопрос мы должны поставить от слова «конца». Конца чего? Конца работы. Смотрим, задаем вопрос, конца чего принадлежит. То есть этот конец принадлежит чему?
работе. Поэтому у нас получается второй падеж. У второго падежа есть два окончания, нам или нен. И мы должны сюда вставить какой из них, так как слово мягкое, значит ставим нен. Эшнен охран курми. Такой получается перевод. Дальше. Он с утра пораньше ушел на работу. С каким словом идет, сочетается данное слово на работу? Ушел. Ушел. Ставим вопрос. Куда? На работу. Смотрим вопрос куда. Это третий падеж. У него окончаний всего 4. И нужно выбрать правильный вариант. Эш, так как заканчивается на ше, значит это глухое согласное, значит выбираем глухой вариант. Так как мягкое слово, значит мягкий вариант гласного. Эшке. Выбираем вот это ке. Ул иртан иртук эшке китте. Дальше. Я люблю такую работу. С какого слова должны поставить вопрос? Люблю. Так как работу с падежным окончанием у нас соединяется с глаголом. Составляет словосочетание. Люблю. Что? Люблю работу. У нас еще есть вопрос что? Вот здесь и в именительном падеже. Но у нас вопрос люблю. Люблю кого? Люблю что? Кого является у нас проверочным вопросом. Если мы люблю кто сказали бы, то это было бы именительный падеж. Так как люблю кого, значит у нас винительный падеж будет. И должны поставить одно из этих двух вариантов. Минманды эш не. Йорота. Кстати, если нужно поподробнее разобрать каждый падеж, кому это нужно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Так как про каждый падеж можно говорить отдельно. Про некоторые из них особенно подробно. Я имею в виду, например, второй падеж. Но в четвертом падеже что можно сказать дополнительно еще? Просто есть такие варианты, когда падеж винительный сам по себе, но не пишется. Это в таких случаях, когда, например, работа не конкретная. Если я люблю что-то не конкретное, не может опускаться. Можем разобрать это отдельно с примерами. Дальше, пятое предложение. Когда ты вернешься с работы? И ставим вопрос на это слово. От слова вернешься. Вернешься откуда? С работы. У нас вопрос откуда. Откуда это однозначно пятый падеж. У него окончание дон, ден, тон, тен, нон, нен. И на что заканчивается слово смотрим. Эш. Это глухое согласное, мягкое слово, значит подходит тен. И ставим его сюда. Эш, тен. Синыштан койшан койтасом. И последний. Новый год я встретил на работе. Встретил. Где? На работе. Где вопрос у нас в шестом падеже. Я пока листаю вот так, чтобы всем понятно было, откуда я беру эти вопросы. Если вы их выучите, то даже желательно их выучить до автоматизма, чтобы при разборе предложений, если вам на работе, на учебе понадобится, вы уже сразу автоматом, когда ставите вопрос «где», у вас всплывало в уме вот эти вот окончания «да», «де», «то», «де». Если «где», то вот тогда вот одно из этих 4 окончаний. Но мы уже знаем то, что эш у нас мягкое слово еще заканчивается на глухую согласную, поэтому выбираем нужное окончание, получается эште. И давайте посмотрим. У нас получается 6 вариантов слова эш. Эш, эшнен, эшке, эшне, эштен и эште. И в обратную сторону мы тоже можем проделать ту же самую работу. Сейчас мы уберем все ответы и можем даже с помощью наших знаний переводить это на русский язык. Получается, что дает нам знание падежей? Знание падежей дает нам возможность переводить слова. Мы говорим пока про имена существительные, так как падеж — это грамматическая категория имен существительных. Мы имеем возможность переводить имена существительные на русский язык. И также у нас есть возможность
вставить нужное окончание в пропущенных словах в татарском языке. То, что мы с вами только что проделали. А сейчас будем переводить. Бу эш жиңел түгел. Так как после эш ничего нет, значит у нас это именительный падеж. Там у них вопрос кто что. Ну, значит, переводим просто как кто что. Эш мы знаем, что работа, значит это что? Нелегкое что у нас? Работа, значит. Мы просто пишем работа. Далее. Бу эшнен. Ахрын курмим. Так как у нас эшнен идет окончание нен, мы видим то, что принадлежность принадлежит кому-то. Ахр это конец. Конец принадлежит чему? Принадлежит работе. Конец значит чего? Не видно конца чего? Работы. Так как есть это, значит работы ставим сюда. Этой работы. Ол ертең тук эшкә китте. Окончание ке показывает, что это падеж юнәлеш килеше. Направительный, значит у нас вопрос будет куда. Здесь у нас мы уже работаем совсем по-другому, как вы заметили. Мы уже от окончания движемся к вопросам. Здесь при переводе самое главное определить правильный вопрос. Значит, если коке, значит это у нас третий падеж, значит вопрос куда или кому к чему. Кому к чему. Он с утра пораньше ушел. Куда, значит? Куда ушел? На работу. Там видим окончание не. Я люблю кого? Я люблю что? Значит, это у нас я люблю работу. Синештан хошан хойтаса. Тантен показывает, что это исходный падеж. Там у него у нас вопрос откуда. Когда ты вернешься, откуда? Ну, откуда с работы, значит. Т показывает, что это у нас местно-временной падеж. Вопрос там, где? Новый год я встретил, ставим его где? На работе. И автоматом мы проставляем правильные ответы. И вот таким образом мы с вами проделали два совершенно разных вида деятельности, используя знания про падежи. Давайте сравним данную таблицу с другой таблицей с русскими падежами. Как видим, тоже 6 падежей. Латинское название падежа в принципе знать не обязательно. Вопросы кто что, так же как в татарском, кого чего в другом контексте. И здесь прибавляется вопрос чей. Дательный в русском языке, а в татарском еще добавляется вопрос куда. Винительный я вижу, кого вижу, что такой же, как в русском. Творительного падежа в татарском языке нет. Там у нас идет исходный падеж, откуда, от кого, от чего. И шестой падеж предложенного в падежах в татарском языке также нет. Там есть, шестым падежом идет местно-временной падеж. Вопросы где и когда. Предлоги в именительном также нет. В родительном падеже притяжательный падеж. В татарском языке там у него падежей нет. В дательном падеже, так у нас в татарском языке это направительный падеж, там у нас предлоги на русском языке к, в и на, то есть отличие. В винительном падеже у нас нет предлогов. В исходном падеже у нас от, из и с, то есть совпадение только с. И в местно-временном падеже у нас в и на, совпадение вот в этом моменте, а все остальное не подходит. И окончание, которое используется в русском языке, здесь, во-первых, нужно знать, какие окончания прибавляются к словам во множественном числе, какие окончания в единственном числе. И нужно знать еще склонение разных слов. Первое, второе, третье склонение. В каждом варианте у нас разные окончания. Я думаю, прав тот человек, который говорит, что самый трудный язык — это русский язык, потому что в русском языке настолько много вариаций окончаний. И вот эта таблица, я думаю, доказывает. Если сравнить с татарским языком, здесь у нас однозначно просто нужно запомнить буквально около 10 окончаний и прибавить его к словам, просто довести до автоматизма, выучить. И просто чуть-чуть усердия,
трудолюбия, и я думаю, что у вас получится и выучить, и знать эти окончания. И что еще хочу сказать, любите и татарский, и русский язык, и знайте и падежи и на татарском, и на русском языке. В принципе, если говорить о вот этих окончаниях, то мы их просто знаем наизусть уже, даже не надо учить их, просто мы их автоматически, когда мы выучили вообще сам язык, он у нас запрограммировался в виде системы языка, системы грамматических правил в нашей голове, в нашем сознании и подсознании тоже. Но если, допустим, взять и попросить иностранца, например, англичанина, вот это все выучить, ему это доставит немало хлопот. И точно так же, как в татарском языке, для тех, кто хочет выучить их или хотя бы вспомнить, если знали когда-то, то это, я думаю, что очень даже не трудная работа выучить вот эти окончания, довести автоматизма, связь между вопросами на русском языке и окончаниями. И это вам очень сильно упростит и поможет в дальнейшем и на практике, и в письме, и в речи тоже. Желаю удачи в этом непростом деле изучения языков. Когда мы говорим про падежи, у меня в голове складывается одна схема, и хочу с вами поделиться этой схемой. Представим, что у нас есть такая коробка. Коробка у нас по-татарски будет тортма. И первый падеж, баш-килеш, используется для того, чтобы назвать, что это такое. Это что? Это коробка. Коробка будет тортма. Как видим, после тортма нет никаких окончаний. У любого предмета есть какие-то свойства или характеристики. Например, у этой коробки есть дно. Вот мы рисуем его. И второй падеж используется для того, чтобы сказать, а дно принадлежит чему? То есть, чье это дно? Дно коробки. Получается тортманым. Окончание «ным» — это у нас уже притяжательный падеж. Тортманым тыбы. Дно будет тып. Про «е» сейчас я его выделю отдельно. «Е» — это у нас отдельная тематика. Это у нас тортым. Про тортым будет отдельное видео. Тортым. Это окончание принадлежности, вот эта буква «е». А так тып — это дно переводится, тып. Здесь буква «п», тып, дно. Здесь у нас идет чередование согласных. Дальше. Представьте, что в эту коробку летит мяч. Мяч будет туп. Мяч летит куда? Это у нас будет третий направительный падеж и вопрос «куда?». Тортмага. Тортмага. Это у нас уже окончание «га». Четвертый падеж используется, когда мы хотим сказать, что я, например, вижу мяч или я кидаю мяч. Поставим вопрос. Я кидаю что? Я кидаю мяч. Четвертый падеж мы можем запомнить вот так. Что? Но у нас же что есть еще и в именительном падеже, поэтому проверочный вопрос у нас будет я кидаю что, я кидаю кого. Что и кого. У нас как пример, поэтому можно не придираться, то, что получается такой вопрос. Дальше у нас получается туп и окончание винительного падежа у нас будет окончание «н». Тупно получится. Как мы обозначим пятый падеж? Представляем, что мячик побывал в коробке и отпрыгнул оттуда. Значит, мяч, значит, выпрыгнул откуда? У нас вопрос получается откуда? Из коробки. Из коробки будет тортмадан. Из коробки будет тортмадан. Это у нас все, что касается пятого падежа. И шестой падеж обозначаем вот в таком виде. Мячик у нас где находится? Мячик у нас находится в коробке. Это уже шестой падеж. Где? В коробке будет тортмада.
Представьте себе вот эту картину, и вам легко будет определить, какой падеж, про какой падеж идет речь. Если вы определите падеж, легко определите и окончания, которые идут к этим падежам. И можете подобрать уже. Там уже вопрос техники, просто подбор разных вариантов окончаний. И для тех, кто затрудняется до сих пор, даже увидев такую схему, для них нарисуем еще одну схему небольшую. Падежи по порядку. Сокращенно мы с вами уже знаем, что БЮТЧУ для запоминания очень легко дается, а К обозначает килеш. И как запомнить первый падеж? Первый падеж — это просто обозначение предмета или человека или названия, например, без окончаний. Второй падеж — это когда у Даши, допустим, или у Маши есть волосы, то тогда используется вот этот падеж, когда разговор идет о двух предметах или о человеке и о вещи какой-нибудь, которой принадлежит. То есть у нас тут получается два имен существительных. Волосы чьи? Получается волосы Даши. Дальше направительный падеж можем нарисовать вот в таком виде. То есть я иду куда или отдаю, например, даю мяч кому, чему. И винительный падеж мы можем обозначать в виде глаза. Я вижу кого, вижу что. Или я люблю кого. Вот запятая, и вот так можем нарисовать. Я люблю кого, люблю что. И пятый падеж можем изобразить вот в таком виде. Исходный, то есть я выхожу откуда, я пришел и вернулся откуда. И последний падеж можем обозначать как место и время. Место — это у нас стул, находится где? И время — это у нас уже, потому что местно-временной падеж. Это у нас уже где время. Например, пример с временем можем сказать: во сколько ты придешь? Нешеда қайтасың? Мен икеде қайтам. Икеде переводится в 2. Вернусь, например, домой. Вот такое видео получилось. Если есть какие-то вопросы или я что-то не раскрыла в данном видео, пожалуйста, оставьте комментарии. Также, если нужно разобрать каждый падеж отдельно с разными вариантами предложений и разбор предложений, то напишите тоже. И смотрите следующие видео. Они будут про тартым, про принадлежность и про то, что эти существительные, склоненные по тартым, склоняются также еще и по падежам. Это немножко сложнее, но я думаю, что вы справитесь. Все будет у вас хорошо и все получится. Всем спасибо за внимание. Всем до свидания.